В Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан прошло годовое отчетное собрание регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Башкортостан. Приветствуя его участников, заместитель министра природопользования и экологии Ильдус Яхин отметил, что в течение всего 2017 года, объявленного в России годом экологии, актив регионального отделения РГО принимал самое непосредственное участие в запланированных правительством Башкортостана мероприятиях. Все плановые мероприятия, которые были утверждены по решению правительства республики, они все выполнены. И выполнены при активном участии башкирского отделения Русского географического общества. То есть с участием всех, кто сегодня здесь присутствует, тех, кто работал в районах. И всем хочется сказать вам огромное спасибо. Башкирское отделение и само стало инициатором и исполнителем многих починов. Об этом работе собранию доложил председатель Башкирского регионального отделения Русского географического общества Камиль Зиганшин. В прошлом году по итогам заседания Совета Рустем Загеевич нам дал ряд поручений. Вот с отчета об их исполнении начну. Первое поручение касалось создания природного парка Зелим. Второе поручение касалось строительства комплекса «Медовой деревни». Нами была подготовлена концепция, эскизный проект «Медовой деревни», согласовано с городом место под ее строительство. Третье поручение касалось проекта строительства гавани для яхт и маломерных судов. Это место находится чуть ниже памятника Салавату Юлаеву. Мало того, кроме обозначенных поручений, исполнительная дирекция регионального отделения РГО по собственной инициативе реализовала многие другие проекты. В течение года были проведены конкурсы, получившие широкую огласку. Республиканский конкурс «Лучшее местное отделение РГО», конкурс «Лучшая туристическая стоянка», конкурс «Живая природа Башкортостана», проекты «Уральский барс» и «Башкирская кругосветка», экспедиция башкирских альпинистов по восхождению на высокогорный перевал Памира и присвоение ему имени Башкирского отделения РГО. В 2012 году мы делали экспедицию на Памир. Это был маршрут 6-й категории сложности, но мы проходили прямо под стенами, прямо под этими стенами ледовыми. И тогда еще я засмотрелся на эту ледовую свечу. Что называется, посмотришь вверх, шапка падает. Вот. И тогда уже появилась мысль пройти впервые эту стену, потому что ни на каких справочниках, нигде, ни на картах географических тут ничего нет. Это, образно говоря, белое пятно было. Вот. Ну и, собственно, отсюда и родилась идея назвать его именем Башкирского отделения Русского географического общества, потому что это же белые пятна на карте. То есть по праву первопроходцев мы так его и назвали. Я посоветовался с ребятами из группы, все поддержали это охотно. На собрании были озвучены итоги международной образовательной акции «Географический диктант-2017». Наша республика собрала на этом мероприятии рекордное по России количество участников – более 17 тысяч. Площадок зарегистрировано у нас было 257 по сравнению с прошлым годом, когда было 87 площадок. Да? То есть, если мы хотим, то можем. Поэтому хочу выразить огромную благодарность. Спасибо всем нашим модераторам. Вот из этих 17 350 участников, к сожалению, конечно, результат не очень радостный. Вот на сегодняшний день, но я надеюсь, все-таки откликнули все, кто набрал баллы от 96 до 100 баллов. Таких у нас в республике на сегодняшний день 30, которых мы знаем. На собрании были заслушаны и доклады председателей местных отделений, которые поделились своим опытом работы. Председатель Янаульского местного отделения, директор школы Фарид Харисов, кстати, оно было признано лучшим по итогам года, рассказал об организации деятельности отделения и взаимодействии с попечительским советом. Для финансовой поддержки местного отделения был создан попечительский фонд, который пополняется за счет предприятий, организаций, учреждений нашего района, а также физических лиц. Не в организационных вопросах, ни в вопросах спонсорской помощи мы не встретили препятствия, и анаунсы воодушевлением включились в нашу работу. Айрат Минибаев, председатель Гафурийского местного отделения, педагог Центра детского творчества, рассказал об эколого-географическом направлении деятельности. Гафурийское местное отделение приняло участие во всероссийском
эксклюзивном учете водоплавающих птиц. Учет уток проводился на территории санатория Красносольский на берегу реки Усолка. Общее количество уток 159. Создали иллюстрированный электронный справочник по памятникам природы ОПТ района. Также банner картосхему расположения памятников природы в районе. Активное участие в экологических акциях, проводимых в год экологии и особо охраняемых природных территорий, приняли и жители города Бирска. Они были запланированы заранее, начиная с января месяца, и были ориентированы на фенолого-климатические особенности нашей местности. Но назову лишь только некоторые из них. Покормите птиц, серая шейка. Это зимующих, водоплавающих птицах, знаете, да, производится в январе. Спасем рыбу от замора. О реализации экопроектов присутствующим сообщила председатель Демского местного отделения Наталья Левушкина. Один из них – это закладка кедровой рощи в Демском районе Уфы. У нас в Деме пустили свои корни благородные кедры, которые мы будем оберегать изо всех сил. Хочу также выразить благодарность городу Бирску в лице Влачковой Ольги Сергеевны, которые привезли нам для засадки на этой территории около 40 корней каштана. Мы их посадили в рамках проведения первой международной конференции «Ростов» вместе с мировыми спортсменами и гостями из Чебоксаров и Азербайджана. В дальнейшем мы видим на этом замечательном месте уникальный дендрариум с местами для занятий спортом, прогулочными зонами. Кстати, человек, благодаря которому стала возможной посадка кедровой рощи, Мидхат Равилович Хасанов, член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа и меценат, тоже принял участие в отчетном собрании. Я считаю, что мы поработали очень плодотворно. Есть результат нашей работы. Конкретно вот в мае месяце мы начали, посадили, как было сказано здесь в докладе, 300 с лишним, кедрачей, которые привезли из Сибири в Демском районе. Также мы их посадили в Ургазинском районе, Гафуринском районе. Кроме того, мы очистили, создали, водоемы, запустили рыбу, посадили грибы и ягоды. В торжественной обстановке Камиль Зиганшин вручил Мидхату Хасанову удостоверение и значок действительного члена Русского географического общества. В свою очередь и Мидхат Хасанов приехал в Уфу не с пустыми руками. У меня очень ответственная такая почетная миссия. Попросил нас президент вручить заслуженную награду нашему уважаемому человеку, не только в Башкирии, но и в России. Вы его знаете. Его зовут Зиганшин Камиль Бармшинович. Правление, протокол номер 14 присвоили звание почетный нефтяник Тюменской области. Чтобы вы не растерялись, а то скажут, почему вдруг почетный нефтяник? Кто хорошо знает нашего руководителя, он нашу свою боевую трудовую биографию Тюменской области. То есть он в свое время внес значимый, огромный вклад в развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири. И это продолжает он и сегодня. С докладом по проблемам и перспективам развития деятельности местных отделений выступила на собрании исполнительный директор Рима Галеева. Отметив в нем лучшие местные ячейки РГО, она назвала и те районы, в которых работа вообще не ведется. Вместе с тем, целый ряд местных отделений не представляют никакой информации о своей работе, их руководитель не выходит на связь. Это Аскинский район, Балтачевский, Бурзятский, Зилаевский, Мелеузовский, Мечетлинский, Мишкинский, Учелинский, Федоровский, Шаранский, Хайбулинский районы. Я думаю, что мы вынуждены будем обратиться к главам данных районов с предложением о переизбрании неработающих председателей перечисленных районов. В завершении форума представители местных отделений, победители конкурса «Лучшее местное отделение РГО» были награждены дипломами и денежными призами. 50 тысяч рублей получили активисты Янаульского отделения. Чтобы вы правильно понимали, те, кто будут отмечаться, получать эти сертификаты, эти деньги на нашем расчетном счету по вашей заявке. Вы присылаете заявку, счет, мы на эту сумму будем любые вопросы закрывать. Дипломы и денежные призы были вручены и победителям республиканского конкурса на лучшую публикацию в периодических изданиях по теме экологии «Чистая республика». Дипломами были отмечены участники акции «Географический диктант», набравшие 100 баллов.
Также башкирское региональное отделение отметило благодарственными письмами активистов общественно-экологического движения и специалистов природоохранных ведомств. Итоги работы регионального отделения за 2017 год были признаны удовлетворительными. Также участники собрания приняли план работы на 2018 год к исполнению и утвердили изменения в составе Совета регионального отделения. Среди основных конкурсов и проектов регионального отделения РГО на 2018 год значится новый второй этап Уральского барса. Участники первого этапа, покорившие 7 вершин, должны будут пройти по южно-уральской экологической тропе в короткие сроки и в финале выйти на вершину Иремель. Проект «Башкирская кругосветка» предполагает для участников прохождения туристического маршрута по крайним географическим точкам Республики Башкортостан. Еще один новый проект называется «Альпиниада», и цель его – развитие альпинизма как вида спорта в наших краях. Самая главная задача – это показать людям, что альпинизм – это не что-то там заоблачное, космическое, это вполне доступное обычным людям. То есть любой человек поднялся с дивана, там, будь то он рабочий завода там, или банковский служащий, он идет в горы в составе организованного мероприятия и учится там простейшим основам. Сама основа этого мероприятия – это в условиях нашего Среднегорья, скажем так, да, Уральских гор, осуществить обучение простых людей.